они сдают нулевые отчеты, говорят, ну вы же работаете, у вас же должность есть, значит зарплату вы получаете. И часто общественные организации в налоговых органах говорят о том, нет у нас финансирования, мы, получается, сейчас работаем на волонтерской основе. Как бухгалтера многие говорят, нас заставляют рисовать цифры. То есть сдавать отчетность не нулевую, а показывать какую-то определенную сумму минимальную. Я говорю, ну как вы показываете сумму, когда у вас нет этой суммы? Вы ее просто рисуете, вы понимаете? Ну, а что нам делать? Они говорят, давайте нам трудовые договора. Я говорю, так, стоп. Во-первых, покажите мне письмо на основании того, что вы пришли с проверкой и что вас отправили по какому основанию. Просто так вы не можете прийти, вот у нас проверка. Покажите мне акт руководящего органа, который говорит о том, что вот эта организация будет проверяться. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос». Меня зовут Зибута Джибаева. Сегодня мы поговорим на тему, которая волнует многих сотрудников общественных организаций – трудовые отношения и оплата труда в НПО. У нас в гостях сегодня Гульчухра Холматова, директор общественной организации «Мир права» и независимый эксперт Лариса Александрова. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем отличаются трудовые отношения общественных организаций от коммерческих? Отличия же все-таки есть. Да, есть, во-первых, специфика деятельности структур. Общественные организации, все-таки отношения там основаны на проектной деятельности, и, соответственно, трудовые договора заключаются в основном на время выполнения проекта. В коммерческих структурах, если это штатная должность и она не связана с сокращением штата, либо с краткосрочным трудовым договором, то в основном берутся на трудовой срок неопределенный, по сути. Вообще, в целом, трудовые договоры, они в априори заключаются на неопределенный срок. Не якобы, а с целью защиты трудовых прав, занятости работников, а уже в зависимости от специфики, от желания самого работника могут заключаться уже на срочный контракт, либо на выполнение какой-то определенной работы. И вот это главная специфика трудовых отношений в общественных организациях. Потому что невозможно заключить трудовой договор на неопределенный срок, когда нет проектной деятельности. Да. Обычно такие должности в основном это директор и бухгалтер, который когда есть проект, нет проекта, но эти должности остаются, потому что нужно кому-то отчитываться. Но и здесь проблема в том, что за счет чего оплачивать эту работу, когда нет финансирования. И вот здесь часто сложности бывают у общественных организаций сдавать отчетности в налоговые органы, когда они сдают нулевые отчеты, говорят, ну вы же работаете, у вас же должность есть, значит зарплату вы получаете. И часто общественные организации в налоговых органах говорят о том, нет у нас финансирования, мы, получается, сейчас работаем на волонтерской основе, потому что нет финансирования. И вот эти споры часто между налоговыми органами и общественными организациями возникают периодически, но все-таки если нет оплаты труда, соответственно, и нет налогообложения. Вот у нас... А штрафовать могут? За что? За то, что не платят налоги? Да. Начисляете, вы же должны начислять зарплату. Они должны доказать, в принципе, что доход есть, зарплата начисляется, а налоги якобы не платятся. Если они это не докажут, то они не имеют права штрафовать. Понимаете? А прецеденты были? Были незаконные не то что штрафы, а, как бухгалтера многие говорят, нас заставляют рисовать цифры. То есть сдавать отчетность не нулевую, а показывать какую-то определенную сумму минимальную. Я говорю, ну как вы показываете сумму, когда у вас нет этой суммы? Вы ее просто рисуете, вы понимаете? Ну а что нам делать? Я говорю, отстаивать свои права, судиться, если надо. Это у кого, как опять же, хватает знаний, хватает терпения прежде всего и настойчивости отстаивать свои права. Те бухгалтера и специалисты, которые более с опытом, которые уверены в себе, они добиваются. То есть я знаю многих, которые не платили налоги, потому что у них нет дохода. А
Есть противоположная ситуация. Здесь, опять же, в зависимости от знаний, от настойчивости, говорю, упертости специалистов. То есть вот если выполняется какой-то проект, вы берете строго, например, на время проекта, да? Да, но и приказ делается только на время вот этого проекта. Это специфика, опять же, НПО. Но насколько я знаю, мы просто обязаны начислять отпускные. Это вечная проблема, да, то есть по истечению года, например, или 11 месяцев должны быть начислены отпускные, а в проектной деятельности очень часто, я тоже вот этот вопрос я часто говорю, когда мы пишем заявки грантовые, и здесь очень должна быть тесная связь проектной команды и финансиста. Финансисты, и мы учили это как бы молодых, начинающих, региональных НПО, которые не все в порядке с делопроизводством, потому что не знаю, потому что юристов нет и много других причин, что в любой проект закладывается не только заработная плата, но и отпускные. Потому что это обязательство работодателя. А грантодатель может не поддержать? Я не помню, в каком году, но Центр по правам человека долгое время добивался того, что с Евросоюзом, по-моему, у них был спор, что именно мы не можем не выполнять трудовое законодательство, налоговое законодательство. Тогда вся деятельность НПО будет под риском закрытия. Так или иначе, потому что любое, что не выполнишь, ты уже не выполняешь. Согласно норм Гражданского кодекса идет грубое нарушение законодательства. А это одно из оснований закрытия НПО. И одним из требований трудового законодательства это выплата ежегодного отпуска сотруднику независимо от продолжительности проекта. То есть, если это будет, допустим, на 4 месяца или же это будет свыше года, обязательно каждому работнику предоставляется трудовой ежегодный отпуск. Исходя из отработанного времени. Да, из отработанного времени. Если, допустим, продолжительность 4 месяца, то при произведении расчетов обязательно выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск. Есть ли какие-то особенности при приеме на работу, в НПО? При приеме на работу заключается трудовой договор сотрудников. И здесь обязательно при оформлении трудового договора оформляется это все приказом. Приказ вручается работнику и объявляется работнику в течение 3 дней. При составлении трудового договора обязательно к нему прилагается и должностная инструкция. Должностная инструкция, где говорится об обязанностях работника. Трудовой договор предусматривает права и обязанности работника, работодателя, условия работы, режим работы, оплата труда и ответственность сторон. Трудовой договор заключается на штатного сотрудника, то есть на продолжительность трудовой деятельности, или же на сотрудника, выполняемый объем работы по совместительству. Если, допустим, предоставляется по основному сотруднику выплачивается заработная плата, немного другая схема, чем работнику, выполняемую работу по совместительству. Заработная плата выплачивается основному работнику с учетом выделенных в бюджете суммы, с учетом социального налога для страхователей в размере 20%. И здесь исчисляется уже заработная плата основному сотруднику, 2% социальный налог для застрахованных с вычетом 180 СОМОН, это 2 показателя, и подоходный налог в размере 12%. Для работников по совместительству выплачивается 2% и 15% подоходный налог без других вычетов. 2 вопроса сразу, да? Если он совмещает 2 должности или 2 работы, но в одной организации, тоже 15%? Вот бывает, что он на полставки работает по одному проекту и на полставки по другому проекту. Трудовой кодекс говорит о том, что при совмещении у одного и того же работодателя на государственной службе, например, не менее 15% доплачивается за совмещение. Не менее 15%. Это обязательно. В НПО или в коммерческих структурах это может быть и больше, все как договорятся работник и работодатель. Но оплата, смотря где он по основному месту работы, а где он совмещает. Поэтому в приказе четко нужно оговаривать,
что он совмещает, какие функции, либо функции, можно же совмещать должности, а можно просто функции совмещать, это тоже немножко разные вещи. И в приказе это четко надо оговаривать. И, соответственно, оговаривать и оклады. Оклады по основному месту работы и оклады за совмещение. Тогда все, что за совмещение, как Гульчахра сказала, будет 15%. Даже у одного работодателя? Даже у одного работодателя, да. То есть основное место работы, имеется в виду основная должность, где он указан как основное, как основное место работы. Сейчас все напряглись, потому что раньше нам говорили, что нет. Нет, основное место работы – это одно место. Его не может быть 2-3. Понимаете? Поэтому нужно различать должности либо функции трудовые. Хорошо. Если это должности разные, хорошо. А если это функции просто разные? Или же, например, я не знаю, вот юрист, да, допустим, у вас юрист, он получает часть оплаты с одного проекта, это часть оплаты с другого проекта. Но функции у него, в принципе, одни и те же. Одни и те же, да. Да. Есть такое. Но потому что он будет, например, он уже не получает с одного проекта 100%. Да. Они указывают 50, там 30, 20, я не знаю. И вот так по кучке собирается. Да, действительно, у вас правомерно возникает вопрос, насколько вот со всех с этих... Ну, например, у меня вот я сейчас работаю в проекте в Центре по правам человека как основное место работы, они вычитывают. Но если у меня другой проект, они уже не вычитывают. Нет, это вот 180 самани, которые, да? Да, вот эти вычеты. А вычеты, а если подоходный? Подоходный. И еще подоходный налог. То есть 15 со второй. То есть вот здесь, мне кажется, все-таки налоговый орган должен дать четкое разъяснение. Видите? Потому что все по-разному трактуют. По-разному трактовка идет. Но с моей точки зрения основное место работы – это основная вот эта трудовая функция, да, вот где ты не только место у работодателя, а именно вот та функцию, которую ты выполняешь как основное место работы. А акт выполненных работ нужно делать, если человек по трудовому договору нет? Нет, если вот он не штатный сотрудник, а он предоставил какие-то услуги, я не знаю, юрист. Это договор об оказании услуг. Да, там договор об оказании услуг регулируется Гражданским кодексом, и это относится к гражданско-правовым договорам. Здесь совершенно иное. Здесь нанимается сотрудник на оказание услуг. Эти услуги могут быть в сфере связи, медицины, в сфере по обучениям, да, по обучениям, тренинги, допустим, или же аудиторские какие-то оказываются услуги. В этих случаях сторона заказчик и исполнитель. То есть исполнитель принимает работу, заказчик предоставляет ему какой-то объем работы, и исполнитель обязан выполнить в срок за определенную сумму эту работу. То есть это не трудовой договор? Нет, это по оказанию услуг. Ну в чем прелесть? У каждого свои приоритеты, у работодателя свои приоритеты, и у работника свои приоритеты. Если работник хочет получать гарантированно компенсационные выплаты, например, да, за командировки и так далее, трудовой отпуск и получать его трудовой отпуск. Вот если вот это все он хочет сохранить, работник, то он заключает трудовой договор. Но, соответственно, там и есть ограничения на совмещение, на, опять же, режим рабочего дня, подчинение правилам внутреннего трудового распорядка. Вот эти вопросы часто возникают между работником и работодателем. Насколько работодатель разрешает дистанционно работать или не разрешает, все зависит, опять же, от профессионализма работника и так далее. Кто-то вот требует, чтобы с 8 до 5 сидеть в офисе, а кому-то самое главное результат работы. Но это, опять же, как все детально прописано в трудовом договоре. А гражданско-правовой договор хорош тем, что вот этого подчинения, скажем так, вот корпоративного нету. У тебя есть задание, есть объем работы, ты его выполняешь, сдаешь и до свидания. То есть мы на этом заканчиваем свое сотрудничество, взаимоотношения. Главное, что гонорар там, в основном это гонорары, да, оплата услуг выполнена, акт работы, вот как вы сказали, акт выполненных работ, либо акт оказанных услуг составлен своевременно, и налоги, естественно, также оплачивает заказчик.
Почему заказчик? Потому что это называется налог у источника выплат, хотя это за исполнителя. Но мне, например, комфортно работать, потому что я получила свидетельство частного предпринимателя, и мне комфортно работать вот именно по гражданско-правовым договорам. Я не мучаюсь вот этими правилами, какими-то корпоративными нормами, требованиями. Мне главное, качество работы выполнила, мне оплатили, и все. Мне кажется, общественной организации тоже очень удобно работать. По сути, налог, потому что, да, ИП сам отвечает, но да. если у вас нет ИП, налоговая база такая же, что для трудовых контрактов, что для гражданско-правовых, за исключением вот этих 12% и личного вычета по основному месту работы. То есть налоги исчисляются так же, как по совмещению. Ну, то есть если я где-то еще буду подрабатывать, вот эти 15%, вот эти 20%, они все равно оплачиваются. Работодателям. Работодателям. То есть заказчик. А 20%? И 20%. 20% заложено в бюджете. Несправедливость в чем? То, что 20% это социальный налог. Его назначение это за счет вот этого социального налога потом выплачивать пособие по беременности, вот эти отпускные, там, если произошел несчастный случай на работе. В принципе, вот эти 20% должны аккумулироваться, и они аккумулируются в пенсионном фонде, агентство по соцзащите. Да, по социальной защите. И потом бухгалтерия должна вот идти с ними сделать акт взаимосверки. Здесь гражданско-правовой договор, мне никаких гарантий же не предоставляется, а на 20% я плачу. То есть вот здесь не вы платите, работодатель работодатель, да. В любом случае здесь социальная несправедливость. То есть само назначение соцналога – это вот именно социальная справедливость. То есть никакой разницы нет. Вы работаете с физическим лицом или с индивидуальным предпринимателем? Бюджет закладывается это. Нет, с индивидуальным предпринимателем есть разница, потому что я показываю свидетельство. Помимо, я по налогам только. Есть разница, потому что я как индивидуальный предприниматель самостоятельно плачу 6%. 6. И 1% соцналога. Но не 15%, если бы удерживали бы как вас. мне объяснили, в принципе, я могу себе как индивидуальный предприниматель тоже поставить оплату труда, якобы. И вот с этой отплаты труда 20% буду отчислять. Тогда мне говорят, что будут вот эти отпускные. А зачем? Я сама себе хозяин, и я и отпускные им начислю за свой счет, и все. Подоходные у вас тоже. Подоходные 6%. Да. А у вас мы платим 12%, да, по основному месту работы. По основному. А не по основному 15%. То есть, если у меня нет ЧП, документа, а у многих вот его нету, этого нет. И всегда начинают: ой, а почему? Я просто, когда нанимаюсь провести тренинг или еще что-то с теми лицами, у кого нет патента, свидетельства шаходатного, а у меня есть, они говорят: а почему вам так много, а нам так мало? Потому что я говорю, налоги другие, говорю. Возьмите свидетельство. Говорит, вот мы... То есть они не уверены, что они будут постоянно этим заниматься. То есть это время от времени. Это надо каждый месяц просто сдавать отчеты. Да, отчеты, потом закроешь, не закроешь. А по патенту список ограниченный очень, поэтому надо шаходатнума брать. Понятно. Есть еще какие-то налоги у неправительственных организаций, которые отличаются от коммерческих, да? Там 6% только, все, больше остались социальные налоги и 6%. Смотрите, ведь коммерческие, они же зарабатывают, они прибыли. Там у них налог на прибыль, НДС, если свыше миллиона оборот. Да, оборот. Розничная продажа, если это розничная продажа, то есть магазины, да. Очень важно, не все НПО это знают, я всегда говорю, только безнал. То есть все операции осуществлять безналичным расчетом. Если вам попадает сумма налом, то это кассовые операции считаются. И за кассовые операции очень большие штрафы, потому что нужны эти кассовые аппараты. Любая сумма, которую вы оплачиваете наличными за услуги, вот те же самые по договору оказания услуг, вам человек должен выбить чек.
А если чек не выбивается, огромные суммы штрафов. Я в свое время, когда я начала тоже вот только свидетельство открыла, а это постановление, оно достаточно старое, но мало кто извещен о нем не в сфере предпринимательской деятельности, а оно для всех. Так как у меня был опыт, попадались предприниматели и не предприниматели, и меня заставляли купить кассовый аппарат. Как ЧП. Я говорю, мне зачем ваш кассовый аппарат? Я налично не работаю, у меня все по безналу. Отстали. Поэтому вот рекомендуется желательно и в НПО, особенно я часто говорю, вот не оплачивайте не наличным способом, потому что могут привязать как нарушение правил кассового оборота. А если оплата гонораров? Вы безналично работаете? Да, в безналичном порядке обязательно, потому что заключается договор об оказании услуг, и эти гонорары выплачиваются безналичным расчетом. А самое ужасное отчитаться за командировочные, когда тебе... это отдельная вообще статья, она ужасная, потому что если ты поехал в регион, ты безналично нигде не рассчитаешься. Да, это проблема. Чек тебе никто не даст. И как вы решаете этот вопрос? Если честно, я не знаю, это надо к бухгалтерам нашим обращаться, как они решают. Но очень сложные вопросы. Во-первых, сама система выплаты, учета командировочных, она не совсем урегулирована. Почему? Налоговый кодекс, если раньше позволял как-то еще немножко обойти эту норму, то в этом году в новом налоговом кодексе они четко предусмотрели, что лимит на размер командировочных, установленных правительством, по-моему, там написано. Но этот лимит, он установлен только для государственных структур. 2008 года постановление правительства было о размере командировочных. Там такие копейки были по стране. Были, так и есть. 40 самани, до сих пор эта сумма осталась. 40 самани в день для самого среднего госслужащего. То есть, и, соответственно, для НПО. А все, что сверх этой суммы, это доход. Облагается налогом. Да, облагается налогом. И вопрос возникает. Вот в самом постановлении правительства четко установлено для государственных служащих. А для других структур, когда вы издадите подзаконный нормативный акт, получается, эта сфера не урегулирована. Но на практике налоговые органы обращаются на него. Но с точки зрения юриспруденции это неправильно. Должен быть конкретный подзаконный акт, регулирующий лимит командировочных для коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением государственных. Если вы считаете, что для государства много нельзя, хотя это 40 самани уже и для государства это мало, для госструктур, то для коммерческие структуры могут себе побольше позволить, или НПО. И вот сейчас доноры тоже, исходя из этого, стали ставить 40 самани командировочные, ни больше, ни меньше. И больше не дают. Это, конечно. А проблема, конечно, с подтверждением транспортных, гостиниц, это я понимаю. Мы делаем как? Например, у меня был случай, договор оказания услуг, договор аренды. Тоже потом же это нужно подтвердить чеком фискальным и так далее. Это просто... это сложно. Это очень сложный вопрос. Общественные организации вообще отчитываться должны в несколько государственных органов, помимо того, что в налоговые органы в общем порядке отчитываться, так еще в Министерстве юстиции у вас. Да, общественные организации должны пройти обязательно государственную регистрацию. Государственную регистрацию общественные организации проходят именно в Министерстве юстиции. Входит в полномочия Министерства юстиции проведение правовых проверок учредительных документов этих организаций. Также проведение проверки на соответствие закона проектной деятельности организации уставным целям. Помимо Министерства юстиции, еще Генеральная прокуратура также осуществляет надзор за исполнением закона об общественных объединениях. Если при проверке, допустим, Генеральная прокуратура выявила какие-то нарушения, то она выносит письменное предписание. Это письменное предписание предоставляется руководящему органу общественной организации, и предупреждение предоставляется регистрирующему органу, то есть Министерству юстиции. Информация о том, что допущены нарушения и необходимо их исправить. Да. И устанавливается срок, и если в этот срок будут устранены, то это хорошо, эти нарушения, а если будут не устранены, тогда Генеральная прокуратура имеет право предоставить исковое заявление в суд о приостановлении деятельности общественной организации. Суд, если
удовлетворит исковые требования Генеральной прокуратуры, то он приостанавливает проектную деятельность этой организации сроком на 3 месяца. И в течение этих 3 месяцев, если нарушения будут устранены, то возобновляется проектная деятельность организации. Как часто может Генеральная прокуратура проверять? Этого нет, и это возможно. Они руководствуются Конституционным законом о прокуратуре, и в прокуратуре, я просто изучала тоже, поднимала эти вопросы, у них достаточно широкие полномочия. Угу. А Минюст как часто может приходить к вам с проверкой? Ну, вообще в законе об общественных объединениях указано, что Министерство юстиции правомочен проводить такие правовые проверки. Но срок количество деятельности, да, на соответствие уставной деятельности, но количество не указано. У меня был конфликт, с кем только у меня не было конфликта, конечно, но так как я тоже работала периодически в определенных коммерческих и некоммерческих структурах как юрист, да, и Министерство юстиции пришло с проверкой в одну организацию, не буду называть эту организацию в целях, чтобы не было конфликта интересов. Ну, пришла с проверкой, и они говорят, давайте нам трудовые договора. Я говорю, так, стоп. Во-первых, покажите мне письмо на основании того, что вы пришли с проверкой, и что вас отправили, по какому основанию. Просто так вы не можете прийти, вот у нас проверка. Покажите мне акт руководящего органа, который говорит о том, что вот эта организация будет проверяться. Я говорю, закон есть закон, пожалуйста, основание. А как раз таки закон об общественных объединениях четко об этом ничего не говорит. Но есть у нас закон о проверках хозяйствующих субъектов. Вот в этом законе очень четко вот писано, что за 5 дней до начала проверки проверяющие органы должны прислать оповещение о том, что будет проверка. Вот такого-то числа, ждите нас, господа, мы придем. И отправить вот основания для проверки. Этого не было сделано. Дело в том, что хозяйствующий субъект – это не коммерческая структура, обязательно должна быть. Потому что все ведут хозяйственную деятельность, так или иначе. У всех есть бухгалтерия, у всех есть финотделы, что у НПО, что у коммерческих структур. Это все называется хозяйствующий субъект. Но они растолковали этот закон, что он только для коммерческих структур, а для общественных организаций действует закон об общественных объединениях. Но если закон не регулирует эти вопросы, как быть? То есть, когда хочу, тогда прихожу? Нет же. Вот такой спор у меня возник, я жалобу на них писала, потом в Маджлис Улама Эндагона обратилась за разъяснением. Ну, если честно, толком мне ничего не ответили. Так и остался вопрос в воздухе. И вот после этого спора я заметила, они приняли внутреннее положение, где определили срок и конкретный перечень вопросов, которые входят в их проверку. Раньше этого даже не было. Есть такой момент, который все-таки закон не восполняет пока. И это может приводить к злоупотреблениям. Так, хорошо. Если пришли, даже не известив, или известив, какой порядок должен быть регистрации этих проверок? Потому что он все-таки должен быть какой-то порядок, чтобы, да, потом... В каждой организации существует журнал регистрации, куда вносятся данные. Кто пришел, с какого проверяющего органа, фамилия, имя, отчество проверяющего, дата приступления к проверке, дата окончания и результаты проверки. И основания, на основании чего, там номер приказа. Да. Вот но это обязательно предоставляется в письменном виде за подписью руководящего органа обязательно. Как еще общественная организация должна уведомлять и о чем уведомлять Минюст? О своей проектной деятельности каждая общественная организация до 1 апреля должна уведомлять Министерство юстиции. Немножко конкретизирую. До 1 апреля сдается отчет. Годовой отчет о деятельности организации, и там пишется вот все, что за год делалось в этой организации. Описательный отчет. Но с 2015 или 2016 года были внесены изменения, где любой новый проект тут же в течение 10 дней должно быть направлено сообщение о том, что вот уведомление, да, о получении транша. Когда, я помню, обсуждался этот законопроект, мы боялись того, что будут разрешительный порядок. То есть не уведомительный, а разрешительный порядок, что можно, нельзя.
да, вот в этом плане. И тогда очень бурно обсуждалось вот это об иноагентах в Российской Федерации, и что якобы вот у нас тоже начнется вот эта ситуация. Но нет, слава богу, как бы только уведомительный порядок, получил грант, получил проект, в течение 10 дней направляешь уведомление и работаешь дальше. И потом сделали, что на сайте организации, да, отчет финансовый еще. Тоже до 1 апреля срок. То есть сумма, им очень важна сумма гранта. Угу. То есть они подсчитывают, сколько НПО получает. Если, допустим, у проекта несколько траншей, после каждого нужно уведомлять? До поступления каждого? До поступления. В момент поступления транша по проектной деятельности обязательно уведомляется в течение 10 дней, уведомляется Министерство юстиции. Ну вот я, например, если, допустим, получили несколько траншей, если несколько проектов, да. то... Нет, я имею в виду, у одного проекта бывает несколько траншей. Каждый транш уведомляете о получении каждого транша в Министерство юстиции. Ну, вначале же говорите, когда получаешь, ты выиграла, например, проект, да? Тебе уведомил донор, сказал, вот, все, мы одобряем. Угу. И вот это уведомление, что вот такой-то проект, подписано соглашение, да? Вот столько траншей соглашение, будет, да? Вот на общую сумму, то есть все равно общую сумму нужно показать, и желательно вот номер грантового соглашения, с кем и так далее, да, детали. А потом, там специальная форма предусмотрена. Да, есть форма. Кто донор, откуда эти деньги поступили, размер этой суммы. И на какую деятельность. Да, и на какую деятельность, и период реализации проекта. Напоследок у меня 2 вопроса осталось. Все же вернемся к сотрудникам. Да. Если сотрудник решил по собственной инициативе расторгнуть с вами договор, что делается? Трудовое законодательство предусматривает расторжение трудового договора по инициативе работника. Если договор заключается на неопределенный срок, то в данном случае работник должен оповестить работодателя за 2 недели, предупредить о том, что он прекращает работу. Не дожидаясь истечения этого срока предупреждения, работник имеет право расторгнуть согласие работодателя. По срочным трудовым договорам, то есть где, допустим, вот именно то, что касается проектной деятельности, если заключен срочный договор, трудовой договор на выполнение, на период реализации проекта, проектной деятельности. На это время расторжение предусмотрено тоже трудовым законодательством в случае болезни или же инвалидности, которая препятствует выполнению работы, предусмотренной трудовым договором. Гульчихра, но знаете, в чем прелесть трудового договора, что и трудового кодекса? Все-таки, что трудовой кодекс стоит все-таки больше на охране интересов работника. И если он захотел уволиться, вы ничего с ним не сделаете. Он уволится. Досрочно. Потому что нет механизмов заставить его работать. Если только работодатель не предусмотрел пункт в трудовом договоре, что за неосновательное досрочное расторжение он платит штраф, например. А это можно? Это можно, да. А трудовое законодательство не запрещает? То есть трудовое законодательство, оно достаточно... У меня просто, опять же, я говорю, у меня практика именно с коммерческими структурами, и такие отношения возникали. Иногда работодатели заключают срочные трудовые... Не иногда, а сейчас пошла такая тенденция нехорошая, заключать срочные трудовые договора, хотя эта должность, она бессрочная. То есть, как он без бухгалтера будет работать, пока работает организация, да? А они заключают на год, то есть проверяют. Или вдруг характер не понравился, слишком много требует права. Раз срок закончился, все, больше мы с тобой продлевать не будем. Вот это тоже основание нарушения для того, чтобы можно пойти в суд и признать договор на неопределенный срок. У меня были такие споры в суде. Работник, когда не захотел, не отработал свой год, ушел раньше времени, что-то не понравилось, ушел и все. А в трудовом договоре ничего не прописано, что. Как заставишь, да. Если не прописано, и вот работодатель тоже ко мне с такой инициативой пришел, а могу ли я оштрафовать их? Я говорю, да, если у вас будет обоюдное согласие, что он год отработает, не понравилось, до свидания. Если раньше, то он оплачивает штраф.
Но это касается вот договоров, которые заключены на неопределенный срок. Нет, где нет, я где не указано. Просроченный. Просроченный, но Трудовой кодекс предусматривает только запрет не предусматривает. Запрета нет, но случаи расторжения только в случае заболеваний или же. Вот, кстати, между прочим, если работодатель досрочно расторгнет срочный трудовой договор, он обязан выплатить компенсацию. А вот у работника нет такой обязанности. И поэтому я, как юрист, защищающий интересы часто работодателей, говорю, включите, более детально пропишите. Потому что чисто шаблонно подходит к заключению трудовых договоров, творческая инициатива не проявляется. И пробелы трудового законодательства. Я бы не сказала, не пробелы, это тенденция современная. Принят только в 2016 году. Сейчас же все-таки более рыночные отношения. Трудовой договор, он может тоже варьироваться, исходя из специфики работы, из специфики деятельности коммерческой структуры. Например, айтишники, они вообще могут удаленно работать, не сидеть в офисе. И это можно все детально прописать в трудовом договоре. Если работодатель решил уволить до окончания срока договора, за сколько он должен предупредить сотрудника? Расторгаю я, не понравился он мне. Основание должно быть. Просто так нельзя. Даже это должно быть присрочно. Обосновано, и он должен об этом предупредить работника в обязательном За сколько? За какой период? Если работник, допустим, расторгает трудовой договор по своей инициативе, то за он должен предупредить за 2 недели. За месяц. Работник. А работодатель? А работодатель, опять там же, здесь сокращение, допустим, штатов, он должен предупредить за определенное время. Или же, допустим, в связи с ликвидацией организации, тоже должен определиться и об этом предупредить работника. Гульчихра, если остались какие-то дополнительные вопросы у руководителей общественных организаций, куда им обратиться? Можно ли к вам обратиться? Да, пожалуйста, можете обратиться. Мы находимся в здании Точек Матлубота в городе Душанбе. На 5-м этаже наш офис расположен. В рамках этого проекта работает бесплатная юридическая помощь, где мы оказываем консультацию. Консультацию. Кабинет 532. Можно позвонить предварительно, можно и по телефону. Плюс 992 93 507 08 26. А номер также будет указан в описании к подкасту. И хотелось бы напомнить, что данный подкаст подготовлен в рамках проекта продвижения и защиты трудовых прав уязвимых слоев населения. Деятельность проекта осуществляется при финансовой поддержке Института открытое общество, Фонд содействия Таджикистана. Спасибо большое.